Российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл в ничью с французским Ренном в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе россиян результативным ударом отметился Кристиан Рамирес. У хозяев поля взятие ворот провел Сихру Герасси. В следующем матче предварительного раунда турнира «Краснодар» дома сыграет с английским «Челси». Встреча пройдет 28 октября. Другой российский клуб не смог набрать очки в стартовом поединке группового этапа. Санкт-Петербургский «Зенит» на своем поле со счетом 1-2 уступил бельгийскому «Брюгге». У победителей голы забили Мануэль Деннис и Шарль де Кетеларе. Также мяч в свои ворота отправил вратарь гостей Итан Хорват. В следующем матче 28 октября «Зенит» на выезде встретится с дортмундской «Боруссией». А вот результаты других встреч первого тура предварительного раунда турнира. Киевская «Динамо» на своем поле со счетом 2-0 уступила Ювентусу. Манчестер Юнайтед в гостях победил ПСЖ 2-1. Барселона дома со счетом 5-1 разгромила Ференцварош. Челси и Севилья на Стэмфорд-Бридж сыграли в нулевую ничью. Лацио в Риме со счетом 3-1 оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Ну и Лейпциг на своем поле отправил два безответных мяча в ворота Истанбул-Башакшехир. Ярославский «Локомотив» со счетом 1-0 в серии буллитов победил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Победный бросок на свой счет записал Павел Красковский. Железнодорожники продлили победную серию, которая теперь составляет 7 матчей. В турнирной таблице Западной конференции они располагаются на третьей строке, набрав 25 очков. Красно-белые идут 8-ми, имея в активе 16 пунктов. В следующем матче «Локомотив» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» в гостях сыграет с санкт-петербургским «СКА». Россиянин Андрей Рублев, на прошлой неделе победивший на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге, заявился в квалификацию турнира ATP, который пройдет в Софии с 7 по 14 ноября. Как сообщает пресс-служба турнира, Рублев попросился в список участников отборочного раунда, так как сроки подачи заявки в основную сетку турнира истекли неделю назад. Одновременно с этим россиянин попросил вайлдкарт. Основной целью Рублева на турнире в Софии будет набор дополнительных очков в борьбе за оставшиеся 2 места в финале ATP, который пройдет в Лондоне. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сразится с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в рамках турнира UFC 14 ноября в США. Изначально поединок должен был пройти на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби. Однако встреча была отменена из-за выявленного у бразильского бойца коронавируса. Напомним, дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. В данный момент в его послужном списке 28 побед при 13 поражениях. Ну а на счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянин Эдуард Григорьев, выступающий в составе сборной Польши, завоевал бронзовую медаль Кубка Украины по вольной борьбе. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Международный турнир прошел в Киеве. Чемпион мира среди студентов, воспитанник Чурапчинского регионального центра спортивной подготовки, провел на украинском ковре 5 схваток. Одержав 3 победы, якутянин в полуфинале уступил украинцу Ивану Беличуку. Ну а в бронзовом финале Григорьев победил другого представителя команды хозяев турнира Никиту Гончарова со счетом 5-0. Евгений Мартынов стал серебряным призером 7-й летней всероссийской универсиады по боксу. Соревнования завершились в Екатеринбурге. Якутянин, учащийся в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, выступал в весовой категории до 52 килограммов. В финальном поединке он уступил раздельным решением судей представителю Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма. Евгений Мартынов является мастером спорта России. В его активе имеются медали различного достоинства, как всероссийских, так и международных турниров, в том числе бронза первенства России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!